Москва – город большой, космополитичный, многонациональный. Среди десятков сотен народов и народностей, которые живут по соседству рядом с вами, есть и такие, о которых вы наверняка никогда не слышали. Вот признаюсь, что и я никогда прежде не слышал о езидах. Специалисты-этнологи считают их одной из загадок истории. Родной язык у них курдский, а вот происхождение религии, езидизма, покрыты завесой тайны. Но, скорее всего, это древняя, еще доисламская вера, которая корнями восходит к зороастризму. А тех, кто в большом городе продолжает хранить вековые обычаи своих предков. Екатерина Силаева. День Рафика Рашаяна начинается с молитвы солнцу. 18 лет назад он вместе с семьей перебрался в Москву, но родовые традиции не забывает. На полке в прихожей домашний алтарь. Вот этот павлин принято у нас символизирует верховный ангел. В образе павлина предстает архангел Малаки Таус. По легенде, Бог отверг его, но езиды верят, что Малаки Таус, проплакав несколько тысяч лет, затопит своими слезами ад и будет прощен. Именно из-за него народ претерпевал гонения. Христиане и мусульмане ошибочно отождествляли архангела с Люцифером и называли езидов дьяволопоклонниками. Пушкин в своем путешествии в Арзрум пишет: «Я старался узнать от езида правду об их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы езиды поклоняются сатане, есть пустая басня, что они веруют в единого Бога. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за езидов, что они сатане не поклоняются». Большинство ученых сходятся во мнении, что езидизм – исконная религия курдов, многие из которых впоследствии приняли ислам. Принадлежность к езидам передается строго по рождению от обоих родителей. Обратиться в эту веру нельзя. Кроме того, существует деление на касты. Браки между представителями разных каст считаются тяжким грехом. Но среди московских езидов кастовые различия практически стерты. Их диаспора малочисленна, всего около 1600 человек. Так говорят, езид должен рождаться езидом. И мы до сих пор стараемся придерживаться к этой религии. В курдском доме готовятся встречать праздник весеннего равноденствия – Навруз или Наурос, как говорят курды. Здесь не делают различий между курдами и езидами, православными и мусульманами. Музыкант Махсуд Базуев говорит, все и без того разобщены. Как правило, мы знаем, да, что в больших городах просто маленькие народы начинают растворяться. Это обидно, да, в том 21 век есть 40-миллионный народ, который не имеет своей родины. То есть у него есть историческая родина, но разделена между 4 государствами. На политической карте мира этой страны нет, но здесь говорят, Курдистан начинается с дома. Единственный храм езидов, Дворец Солнца, расположен на территории Ирака и находится под охраной ЮНЕСКО. Сама архитектура, да, такая очень интересная, я 2 раза там побывал. Место очень прекрасное, хорошее. Приблизительно находится вот... Сейчас я вам скажу. Вот приблизительно, где город Дхок. На кухне происходит главное священнодейство. Жена Рафика Джульетта печет к празднику традиционный езидский пирог – клоч. Он очень сдобный, много масла, творога, сахара и сметаны. На пироге должно быть отмечено 8 ангелов, апостолов, которые будут отмечены в конце. И еще плюс члены семьи или те гости, которые присутствуют в этот день. В езидских семьях традиции передаются устно, из поколения в поколение. Существует священное писание, книга Откровения и черная книга. Но где они находятся, не знают ни ученые, ни сами езиды. После того, как произнесен тост, пирог разламывают на спине старшего сына. По легенде, это дает силу. Первый кусок, значит, полагается худаная молитва «Ангел семьи». Сын Рафика заканчивает юридический, дочка учится на стоматолога. По обычаям взять в супруги они могут только своих единоверцев. Я так воспитываю. Я не националист и против никакой нации, ни против никакой религии ничего не имею. Наоборот, с большим уважением отношусь. Но я думаю, в нашей семье, я думаю, все будет как положено. И все-таки жизнь в большом городе берет свое. Дети учились в московской школе, и русский для них родной язык. Правда, в присутствии отца говорят только на курдском, знак уважения. А в праздник непременно зажигают свечи вокруг золотого павлина. Екатерина Силаева, Сергей Булатов, Илья Лесных, ТВ-центр.